В Чувашии почти половина преступлений совершается людьми в состоянии алкогольного опьянения. И появление таких лиц на улицах в общественных местах сразу же вызывает внимание патрульных. Так, в ночь с субботы на воскресенье сотрудники полиции задержали в Чебоксарах больше сотни пьяных. Какую профилактическую работу с ними проводят, расскажет моя коллега из пресс-службы МВД Елена Михайлова. Находясь под воздействием алкоголя, люди часто становятся или жертвами преступников, или сами совершают противоправные поступки. В субботнюю ночь полицейские забирали с улиц Чебоксар нетрезвых горожан и доставляли их в участки. Полицейскими доставлено было 105 граждан, которые находились в состоянии алкогольного опьянения. А многим гражданам мы предлагали позвонить своим родственникам для того, чтобы они забрали их домой. В спецприемник нами было определено 29 граждан, которые неоднократно привлекались к административной ответственности, а также имели неоплаченные ранее наложенные штрафы. Многие из задержанных постоянные клиенты так называемых разливают. Там запрещена продажа алкоголя на вынос, и бармен обязан открыть бутылку, чтобы ее можно было выпить в зале. Но если посетитель выходит с закупоренной крышкой, то это уже считается нарушением закона. За ночь полицейские выявили 9 таких фактов. Теперь предприниматели понесут административную ответственность. А вот в саунах продажа алкоголя после 11 часов вечера вообще запрещена. Но данное правило соблюдается не везде. Это доказала контрольная покупка в одной из саун Новоюжного района. Там администратор продала бутылку пива оперативнику в штатском. Но после того, как появились стражи порядка в форме, женщина стала отпираться. И так и не сознавшись в продаже алкоголя, обвинила полицейских в подставе. Я ничего не продавала. В заведении повышенной опасности полицейские проверяют чуть ли не ежедневно. И раздают барменам визитки с номерами телефонов участковых. А как часто приходят к вам сотрудники полиции с подобными профилактическими беседами? Ой, они часто, постоянно приходят. И нас проверяют, не забывают, каждые 2 часа. Они вообще молодцы. Молодцы, честно. Большая часть работников круглосуточных заведений спокойно относится к появлению стражей порядка. А вот подвыпившие посетители иногда пытаются вступить в конфликт с полицией. Кто? Вы кто? Вы кто? Вы кто? Я вам показывал удостоверение. В закрытом виде ветерана? Ночные улицы Чебоксар в выходные дни трудно назвать пустынными. Поэтому сотрудники полиции несут службу в усиленном порядке. В одном из кафе в центре города произошла драка. Молодым людям, попавшим в ее эпицентр, потребовалась медицинская помощь, а вот зачинщикам удалось сбежать. Задержать их пока не удалось. Здесь могли бы помочь камеры видеонаблюдения, установленные в этом довольно статусном заведении. Но картинка у них настолько плохого качества, что по ней тяжело определить приметы подозреваемых. Если бы камеры непосредственно были установлены и выведены в центр управления нарядами, мы бы своевременно могли уже направить туда наряды близлежащие, и этих правонарушителей, преступников, мы уже задержали бы на месте. В эту ночь в рейд вышли и члены общественной организации «Здоровая нация». Они проверили предпринимателей уже на предмет продажи подросткам сигарет. Так, в одной из кальянных Новоюжного района 2 девушкам 16 и 17 лет не отказали в возможности покурить кальян. А в круглосуточном ларьке 16-летняя школьница смогла купить пачку сигарет. На продавцов, скорее всего, будут заведены административные дела.